Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто потерял покой и сон из-за вас? Кто этот человек, либо кто эти люди? Давайте с вами узнаем. Загадайте на себя, ни о ком, ни о чем не думайте. Песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну надо же. А вы интересная женщина. А вы прям огонь. Да, интересно. Смотрите, вот здесь показывают сразу парочку. Парочка в разбитой какой-то лодке, как в разбитом корыте. Мужчина и женщина. А от вас в их сторону, смотрите, какой нож. Вот он нож, видите? Вот лезвие ножа, а вот ручка. Вот он нож. Вы какие-то такие слова этим людям сказали, что они до сих пор вам простить не могут, либо не могут в себя прийти, либо эти слова прям в самое сердце, как ножом попали. Очень похоже на бывшего и его маму, либо бывший и, например, его пассия в сегодняшнем дне. Может, это вообще разлучница, да? Может быть, вы им что-то предсказали, так и сказали. Вы, ребят, плохо закончите, да? Вас Бог накажет за вашу черноту, за вашу агрессию, за ваше вот это вот, блуд, да? Накажет. И, возможно, наказал таки, да? Возможно, уже все случилось. Возможно, они все потеряли, потому что их показывают в какой-то разбитой лодке, как в разбитом корыте. То есть вы предрекли им их будущее, предсказали. И, возможно, тогда они там отмахнулись, не поверили, либо там, не знаю, что они там себе думали, были сами себе на уме. А потом ваши слова начали сбываться. И у этих людей пошел крах и разорение, потери, болезни, неприятности и все самое худшее, да, произошло в их жизни. И вот им не дает покоя то, что вы им предсказали. Возможно, еще не все исполнилось, и они теперь сидят и трясутся. А вдруг все исполнится, вдруг до конца, да, с точностью до миллиметра все исполнится. А у кого-то еще отыграется, что они вам простить не могут, что у них дела ухудшились, и ухудшились очень сильно, значительно, а у вас наоборот, в жизни пошел подъем. И они далека, как крысы, да, из норы наблюдают за вами, за вашей жизнью. Ну, что-то они про вас точно знают, а может быть, и могут видеть вас. И они понять не могут, что же вы за ведьма-то такая, откуда ресурсы, вы с кем там живете, вы с кем там спите, кто вас содержит, да, кто вас снабжает, кто вас защищает, кто вам покровительствует. Ну и там тужится, пыжится в своей злобе, не замечая, да, своей разрухи, своей этой анархии, которая у них повсюду творится. И вот вы для них как главная проблема, да, как кость в горле, как, не знаю, нож в сердце вы для них. То есть какие-то очень отмороженные и неадекватные люди. Не было и дня, чтобы они о вас не вспоминали. Не было и дня, чтобы они про вас не говорили. Говорят они с друг другом, понимаете? Вот они вас обсуждают, там сидят где-нибудь в раздолбанной кухне, либо где-то там, не знаю, в палатке на опушке леса, и давай там про вас. Про себя не замечают, но про вас прям все там до подробностей, по каждую косточку перемывают, разбирают. Вот. Либо то, что вы им напророчили, то, что вы им пожелать, да, вы могли им пожелать, возможно, они вас очень обидели, там, застали своего этого бывшего женщины и пожелали, возможно, бывшие с мамой очень несправедливо с вами обошлись, либо сделали вам какие-то гадости, там обманули, не знаю, на деньги кинули. И вы им просто так в сердцах и сказали, что, ребят, вы за все ответите, вы все потеряете, вы всего лишитесь, вы по миру пойдете, да, и на паперти мы с вами встретимся, да, вы будете просить милостыню, а я не подам.
Я не прощу вам, да, то, что вы сделали. И вот ваши слова, ваши пророчества, они буквально сбываются. Сбываются сейчас, уже что-то сбылось. Либо полностью все сбылось, да, и вот они про это постоянно думают. Я хочу еще на картах один момент посмотреть, вот, который лично меня заинтересовал. И дальше будем продолжать. Вот вдвоем они в разбитом корыте, да, в разбитой лодке, и постоянно про вас жужу. Вот вы такая, вы сякая, да вы ведьма, да вы то, да вы сё. Не знаю, украла, ограбила, что там кого-то себе нашла. Ох. Нет, все, вас судьба отвела от этих людей. Считайте, что вас защитили. Если вы переживаете, что, если бы там не мама, да, возможно, с бывшим у нас бы было все хорошо. Либо если бы не эта разлучница, то с бывшим мы бы жили, не тужили. Нет, вы очень сильно ошибаетесь. Тот мужчина, он вообще вам категорически не подходил ни для семьи, ни для отношений, ни для дружбы, ни для чего, понимаете? Катастрофически не подходил. Вот. Вы должны поблагодарить эту маму, либо разлучницу, да, что она появилась и что избавила вас от этого недочеловека, да, от этого недоразумения. У вас счастье в другую сторону уходит, да, не с ним. Не с ним, понимаете, у вас счастье. А счастье у вас точно будет. Возможно, уже есть, да, там, любимый человек, семья. Или будет, обязательно будет, да, но не с вот этим мужчиной. Может быть, вы думали, да, про себя думали, что если бы докобы, да, на носу росли грибы. Нет, тут именно отвели от этого безобразия. Иначе, если бы вы были вместе с этим человеком до сих пор, вы бы сидели с ним на этой раздолбанной кухне, либо, не знаю, на руинах каких-то сидели. И он бы вам рассказывал, какие все сволочи, какой он идеально гениальный, но вот его не замечают, его не отмечают, там, ему не везет. Понимаете, вот от такой участи вас отвели. Ну а то, что вы им пожелали, либо сказали, оно либо исполнилось, либо начинает исполняться, вот как я вам говорила. Дальше. Вы не даете покоя очень симпатичному, интересному, молодому мужчине. Вы не даете покоя, потому что вы очень маленькая, очень привлекательная, но и в то же время вы очень закрыты. Вы как будто бы к себе не подпускаете. Может, вы не подпускаете в силу его возраста. Там, он моложе, чем вы, и вы думаете, это незаконно детей соблазнять, да? Либо что люди скажут, да? Может, вы сами там такого стереотипа придерживаетесь, что все-таки все должно быть по уму, да? И по возрасту, и по уму. Может быть, у кого-то еще отыграется, что вы действительно в отношениях, и почему вы будете с каким-то мужчиной время проводить, да, знакомиться, для чего? Вы уже в отношениях, у вас семья, у вас все хорошо, да, у вас любовь. Зачем вам нужно эти проблемы на ровном месте, общаясь с каким-то посторонним молодым мужчиной? То есть, в принципе, вы тоже правы, да? Зачем искать приключения на пятую точку? И у кого-то еще отыграется, что вы настолько с головой ушли в свои какие-то дела, кто-то ушел в проблемы, кто-то ушел в семью, кто-то ушел в бизнес, да, что вам просто не до знакомств. Да. Просто вот у вас есть задачи, вы их делаете, выполняете, вы ими занимаетесь, а знакомиться вы не хотите, потому что вы вообще разочарованы в противоположном поле, особенно в таких молодых и смазливых ребятах. Вот. А этот парень, он прям, можно сказать, по вам сохнет. Вы ему очень нравитесь, он не может разгадать вас, он не понимает, почему вы так реагируете, он не знает, как подобрать к вам ключик. Парень мог с кем-то общаться по поводу вас, консультироваться. Допустим, люди, которые вас знают, да, он мог задавать им какие-то вопросы по поводу вас. Кстати, вам про это точно скажут. И также, возможно, парень консультировался с какими-то, не знаю, пикаперами, либо этими психологами, да, как завоевать понравившуюся женщину, как сделать так, чтобы понравившаяся женщина обратила на меня внимание. Может быть, он в силу молодости, да, неопытности не знает, как это делать. Но, может быть, вы действительно такой прям крепкий орешек, да, женщина, ледышка, снежная королева, что просто его обдаете холодом, и он, бедненький, там теряется, и просто не понимает, как пробить эту ледяную стену, да, как,
скажем так, приблизиться к вам. Не то, чтобы быть с вами, приблизиться хотя бы, да, у него не получается даже приблизиться. Парень этот может работать с вами, может, вы приходите в то место, где он работает, может, вообще как-то по соседству, да, живете. Либо даже у кого-то компания общая. Может быть, этот парень, он, не знаю, там, кто, брат вашей подруги. Либо еще как-то, да, вот, ну, есть возможность у него вас видеть. Так, ну, шансы ищет. Хочет шанс, хочет романтики, хочет отношений. И боится, конечно, боится. А почему бы и не бояться? Такая шикарная женщина. Ему хочется проявиться, но он боится. Да. Боится, что вы прям пошлете, как, знаете, отрежете. И что потом делать, а потом ничего не сделаешь. Почему-то он решил, что вот, наверное, мне нужно чего-то добиться, либо как-то встать на ноги, чтобы из себя представлять серьезного, полноценного, респектабельного мужчину. Ну, идти с пустым карманом к красивой женщине, за ней ухаживать, ну, как-то тоже, знаете, не камильфо. А ромашки, да, ну, вы сами себе можете сорвать ромашки, что вы не любите ромашки. Но, опять же, да, возраст, каждому свое получается, да. Возможно, у вас, да, разные социальные статусы, положения, да, может, вы действительно имеете хорошую работу, там, квартиру, машину, а у него ничего нет, там, скутер у него, да, самокат, все, что у него есть в сегодняшнем дне. Ну, знаете, такое, как влюбленность, интерес, много желаний, но навряд ли этот мужчина сможет вас заинтересовать. И даже если решится, я думаю, что вы там не станете слишком с ним. Ну, нет, по судьбе вам другой человек, счастье с другим человеком, не с ним. Не с ним, а у него еще много девочек будет. Много. У него вообще какое-то время идет, что он прям в загул идет, да. В себя поверит и в загул идет. Много девушек будет, там карта сад выходила. Ну, а сейчас, да, ему беспокойно, ему тревожно, у него эти муки влюбленности. Он постоянно о вас думает, он постоянно о вас мечтает, он постоянно вас представляет. Ну, сами понимаете, еще и весна, да, наложилась. Ну, парень попал, а может, так и надо, да. Дальше. Из-за вас потеряла покой какая-то злобная женщина. Женщина, у нее и внешность такая, знаете, отталкивающая. Просто отталкивающая. Я не буду говорить там старая, некрасивая какая-то там с прыщами, с морщинами. Нет, отталкивающая. Она может быть и молодая, и даже симпатичная, но внешность отталкивающая. Может, глаза злые, да, как буравчики. Может быть, у нее, не знаю, изо рта плохо пахнет. Ну, шучу, конечно, да. Но вот отталкивающие. Люди не хотят с ней общаться. Она очень токсичная. Она вот на какой-то прям ненависти сидит. Вот все плохие, всех ненавижу. Все какие-то не такие. А я вот одна идеальная. Да я самая лучшая. Может быть, эта женщина, она вам конкурентка. Либо она, скажем так, считает, что вы ей конкурентка. Может, это на работе у вас, там, либо в бизнесе, может, в принципе, даже в одной компании, да, в одном сообществе. Вот. Вас она считает выскочкой и считает, что вы много на себя берете. Но при этом она постоянно под вас как-то подделывается, да, она постоянно пытается выглядеть, как вы, говорить, как вы для нее тренды задаете, да, а она их подхватывает. И при этом она говорит, нет, это не я копирую, это меня копируют. Хотя, ну, всем и так все понятно. Эта женщина, она очень хочет, чтобы с вами что-то случилось, да, чтобы вы куда-нибудь исчезли в один прекрасный для нее день. Но хотеть можно чего угодно, да, не факт, что это исполнится. И также я вижу, что эта женщина, она какую-то пакость затевает, либо она уже пытается реализовать эту пакость, может какие-то жалобы на вас писать, доносы строчить, может даже каких-то людей пытаться против вас настроить, может вам найти какие-то темные посылы делать, черные посылы, даже колдовать на вас может пытаться. Но нехороший она человек, сходит с ума от того, что объективно вы-то лучше, чем она, да.
Хоть она это не признает, но как бы это и так понятно. От зависти, скорее всего, от ревности, от зависти сходит с ума. У кого-то еще может отыграться, что эта девушка, ну, эта женщина, допустим, боится за своего, там, не знаю, мужа, да, либо парня, либо даже, может, сын, да, может, там был какой-то разговор, либо ее этот мужчина на вас как-то посмотрел, она такая, блин, точно уведет, да, она же лучше, чем я, точно уведет. Может, это, ну, что-то стало триггером, да, что-то ее спровоцировало на такие поступки. Еще хочу сказать, что эта женщина, она как будто бы не может жить нормально, потому что ей нужно всегда кого-то ненавидеть, да, всегда кого-то обвинять, да, у нее какой-то такой образ жизни, может, у нее какая-то психологическая травма в детстве произошла, ну, вот как-то так она живет. Постоянно о вас думает, постоянно о вас говорит, постоянно в размышлениях, чтобы ей такого предпринять, для того, чтобы вот как-то вам навредить, чтобы вам было плохо, а ей типа будет хорошо. Давайте посмотрим, получится ли у нее задуманное, либо то, что она делает, будет как-то на вас влиять в негативном ключе. Так. Ну, это, знаете, какая-то мелкая муха, назойливая, но мелкая, да, ну, пожужжит, ну, полетает, все, больше ничего. На самом деле, да, ей вообще не стоит придавать значения, вернее, вам не стоит придавать значения по поводу этой женщины. И я не вижу, чтобы у вас там что-то с ней произошло, и не вижу, чтобы она как-то сильно смогла на вас повлиять. Вообще мне идет, что она скоро куда-то уедет, с кем-то куда-то уедет, как за личным счастьем поедет. Может, я не знаю, мужчина ее позовет куда-то, либо кого-то там найдет в интернете. Ну, ничего хорошего ее не ждет, мечты вот ее по поводу там счастья, да. Я не могу сказать, что будет плохо, но я не могу сказать, что будет хорошо. Что-то такое, знаете, вот как болото, да, отношения как болото, либо жизнь как в болоте. Скоро она исчезнет, да, уйдет с радаров. Допустим, да, если она в отношениях, то мужчина может ей сказать, что вот там надо переезжать, надо уезжать, там, может вообще эмигрировать. Или если она ищет отношения, то, возможно, с кем-то там она уже познакомилась, допустим, на сайте знакомств, и мужчина ее просто к себе позовет. Она подумает, что это принц, поедет, а окажется, что это жаба. Но деваться уже некуда, да, потому что приехала, и придется с жабой жить. И в болоте, да. Ну вот, да, в принципе, все сошлось. Так, еще потерял покой из-за вас какой-то женатый мужчина, семейный, глубоко и надолго. Мужчина добрый, мужчина такой, знаете, как сказать, ранимый, добрый, открытый, несчастный по-своему, да. Но у него такой вот брак, я так понимаю, несчастливый, либо потому что люди друг другу не подходят, либо потому что люди, допустим, поспешили с браком, а когда поняли, что произошла ошибка, уже было поздно исправлять, да, потому что дети могли родиться. И вот так он жизнь и жил, да, терпел, привыкал, смирился, да, как-то так. А потом вы появились в его жизни. И я вижу, что это не какие-то новые чувства, которые вот недавно вспыхнули. Это прям такие давнишние чувства. И, возможно, вы уже очень сильно давно не виделись, прям очень сильно давно, но чувства у этого мужчины к вам остались. Очень похоже, что вы первая и единственная на всю жизнь его любовь. И да, он переживает о вас, он переживает о том, где вы, как сложилась ваша жизнь. Может, у вас и был какой-то роман, потом вы узнали, что он женат, либо что он не может развестись, а может быть, вы в принципе, да, и не были в романе, просто у вас были какие-то чувства друг к другу, интерес, а потом, ну, допустим, вы охладели, либо там кто-то другой появился. Вот, он очень переживает, да, потому что, может, он как-то мало о вас знает, либо там не ведете свои соцсети, либо вы, ну, скажем так, перестали с ним общаться. Но переживания у него есть и беспокойство, да, ну, время неспокойное,
И, скорее всего, да, вот очень много в последнее время стал о вас думать. Он всегда о вас думал, он всегда о вас вспоминал, мечтал о вас всегда. Он, кстати, этими мечтами буквально спасается, да, это его стимул проснуться, да, чтобы потом о вас помечтать. Но, тем не менее, я вижу, что сейчас беспокоится, потому что не знает, вот прям совсем не знает, что вы, и как у вас там сложилось. У кого-то отыграется, что вы можете быть как-то рядом, да, там, визуально рядом, но вы настолько закрыли свою личную жизнь, что он не знает, а с кем вы сейчас, а есть ли у вас кто-то. А мало ли там какой-то мужчина вас обидеть захочет, да, такие еще могут быть переживания. Тут даже переживание не ревность, а скорее забота. Понимаете, он о вас заботится, он о вас переживает. И, конечно, потерял покой. Вот как-то, может, политическая обстановка повлияла, может, вот все, что в мире сейчас происходит, повлияло. Переживания. Я вижу переживания, я вижу, что он прям так мысленно думает, хоть бы с ней все было хорошо, хоть бы с ней был там нормальный, адекватный человек, либо хоть бы она была там в безопасности, там сытая, одетая, да, в хорошем, теплом, безопасном месте. Вот какие-то такие заботливые мысли. Это не то, что вот ревную, люблю, не могу, там куплю, люблю и полетели. Нет, здесь больше вот именно переживания, потому что хочется о вас позаботиться и хочется, чтобы вы были живы, здоровы, счастливы, конечно же. Он понимает, что вы не можете быть вместе и понимает, что не будете никогда вместе. Ну вот, может, даже человек за вас молится, почему бы и нет, там, заходит в храм, либо в мечеть, либо какой там религии придерживается, может, вообще деист и сам там с Богом общается, с высшим разумом и просит за вас, чтобы у вас все было хорошо. Запросто может быть. Так что, в принципе, мне нравится этот человек. Да, жизнь у него, конечно, тяжелая, да, тяжелый сценарий такой кармический проигрывается. Но, с другой стороны, надо идти до конца, да, пройти эту карму, и другого выхода нет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.